все еще остаются в российских тюрьмах, и работы предстоит много. Но год назад я получил статус адвоката в Украине, и после этого ко мне начал буквально вал просьб различных уже от граждан Украины поступать, хотят помощи, хотят юридической помощи и так далее, и так далее. И, конечно, учитывая, что многие эти просьбы касаются в том числе и украинских политзаключенных, членов их семей и так далее, нельзя было отмахнуться от этого и сказать: ну что вы, я работаю только в России, и ничего я в Украине вам сделать не могу и помочь не могу. Поэтому фактически на протяжении этого года, не торопясь, формировалась мною здесь команда адвокатов и юристов, которые готовы работать здесь, в Украине, по украинскому законодательству, оказывать юридическую помощь гражданам и оказывать ее качественно. Потому что для меня совершенно очевидно, что в Украине существует запрос со стороны общества на справедливость. И этот запрос, на мой взгляд, конечно же, необходимо удовлетворять. Вместе со мной присутствует мой партнер здесь на пресс-конференции, адвокат Владимир Кутовой. Вместе с ним мы работаем, и он расскажет подробно о том, чем мы планируем здесь заниматься в Украине. Я же могу сказать так, что, конечно же, приоритетом, безусловно, остается для меня защита украинских политзаключенных, защита украинских военнопленных, которые находятся на территории России или в оккупированном Крыму. Но вместе с тем тот опыт правовой и иной, который у меня имеется, я бы хотел его использовать и здесь на благо граждан Украины. Поэтому вопрос не праздный, вопрос существенный. Открытие адвокатского объединения – это та форма работы адвокатов, которая предусмотрена законодательством Украины. И я надеюсь, что эта работа будет на благо украинскому обществу. Что касается других заявленных тем, то вы знаете, что сегодня в Крыму произошел новый виток репрессий. Российские власти захватили 8 человек, все они крымские татары, и количество украинских политзаключенных уже, без учета военнопленных, превышает 100 человек. Из них более 60 – это крымские татары. На них, на граждан Украины, которые остались в оккупированном Крыму, которые продолжают сохранять свою приверженность Украине, которые не пошли на сделки с оккупантами, оказывается наиболее мощное, наиболее жесткое и наиболее последовательное репрессивное давление со стороны российских властей. В подавляющем большинстве их обвиняют по особо тяжким преступлениям, по обвинениям в терроризме, по обвинениям в участии в деятельности террористических и экстремистских организаций, которые Россия сама назначила, что, впрочем, не мешает российским лидерам встречаться с такой же запрещенной в России организацией «Талибан», их представителями. Но это к вопросу о двойных стандартах Кремля. Сегодня, скажем так, задержания проходили, конечно, не так массово, как это было в последний раз в марте, когда одновременно обыски проходили более чем по 20 адресам. Но, например, у одного из задержанных, у жены, начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности из-за того стресса, в котором сопровождалось вот эти вот оперативные и следственные действия со стороны российских силовиков. Поэтому, конечно же, ситуация в Крыму остается крайне напряженная. И для меня совершенно очевидно, что российские власти будут в дальнейшем проводить эту последовательную политику репрессий в отношении крымских татар в целях их устрашения, запугивания. Не сумев приобрести их лояльность, заручиться их поддержкой, российские власти пошли по пути их подавления. И, конечно, об этом молчать совершенно нельзя. Что касается дела военнопленных моряков, то работа по этому делу продолжается. Вы знаете, что 25
июня, 25 мая, трибунал ООН по морскому праву, Международный трибунал ООН, принял решение о применении срочных мер и обязал Россию немедленно освободить захваченные корабли, катера Никополь и Бердянск, а также рейдовые буксиры Инокапу и членов их экипажей 23 захваченных военнопленных украинских моряков. Международный трибунал предоставил срок 1 месяц до 25 июня для предоставления отчета как со стороны Украины, так и со стороны России о выполнении решения трибунала. У меня сегодня было несколько встреч, в том числе встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с заместителем министра юстиции Украины Иваном Лещиной, где мы обсуждали это дело. И, конечно же, украинская сторона готова к негативному развитию событий, что если российские власти не освободят до 25 июня захваченных военнопленных моряков, то предусмотрена реакция, в том числе не только со стороны Украины, со стороны мирового сообщества, на подобные действия российских властей. В целом, конечно, я оцениваю умеренно оптимистично это дело, потому что ситуация с моряками, прямо скажем, гораздо лучше, чем ситуация со многими украинскими политзаключенными. И в силу внимания, и в силу их особого статуса военнопленные. И я надеюсь, что все-таки российские власти выполнят решение Международного трибунала. Вопрос, произойдет ли это точно в срок или с каким-то временным разрывом, он остается открытым. Для российских властей важно сохранять лицо. Но, тем не менее, я убежден, что украинские моряки вернутся домой. В любом случае, команда адвокатов, которая работает в России по этому делу, готова в том числе к негативному развитию событий. Если российские власти в нарушение решения Международного трибунала, прошу прощения, в нарушение решения Международного трибунала не освободят их в установленный срок, то, конечно, наши адвокаты готовы как к следственным действиям, которые подходят к своему завершению, так и к предстоящему судебному процессу. В целом, конечно, сложно сказать, как российские власти себе представляют этот судебный процесс, поскольку по российскому законодательству он должен проходить на территории оккупированного Крыма. И в России в новейшей истории еще не было дела, где на скамье подсудимых одновременно 24 человека. Учитывая количество защитников, общее число стороны защиты приближается к 50 людям. И при таком объеме судебный процесс, если он начнется, он может затянуться на долгие месяцы, учитывая специфику российского судопроизводства. Поэтому я все-таки рассчитываю, что российские власти в конечном счете будут вынуждены исполнить решение Международного трибунала, но в любом случае мы готовы к различным, скажем так, последствиям и различному развитию событий в связи с этим делом. Более подробно, если у вас будут вопросы и по делу военнопленных моряков, и по делу украинских политзаключенных в оккупированном Крыму, я расскажу, отвечая на ваши вопросы конкретно. А сейчас я бы хотел еще раз вернуться к началу и рассказать о нашем адвокатском объединении. Более подробно о том, чем мы планируем заниматься, какая у нас команда и так далее, расскажет мой коллега Владимир Кутовой. Вітаю всіх присутніх. Мене звати Володимир Кутовий. Будемо працювати з Миколою Полозовим в Україні і не тільки в Україні. Адвокатське об'єднання «Полозові партнери», яке ми створили, має на меті, перш за все, здійснювати захист громадян України в кримінальному процесі, на території України, в тому числі на її тимчасово окупованій частині,
Ці процеси, вони непрості, вони складні. Багато громадян зверталися протягом і останнього часу, і взагалі протягом останнього року з різноманітними питаннями, що стосується саме кримінального провадження. Всім відомо, що на тимчасово окупованій території працюють суди за законодавством Російської Федерації, там працює закон Російської Федерації. І для того, щоб допомагати людям, нашим людям, громадянам України, які опинилися якимось чином їх переслідують кримінально, для цього, звичайно, треба створювати необхідні умови. Ми готові створити такі умови, і у нас є команда, яка має досвід, має можливість і фізично, і бажання, що також головне, здійснювати захист на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Є питання різного характеру, якщо просто не вистачить часу перераховувати, з чим звертаються, тому що насправді не всі, як правило, преса висвітлює ті процеси, де громадяни України були затримані, були засуджені, тримаються під вартою. Проте є багато громадян України, які до нас звертаються, які кримінальному переслідуванню яких переслідують на території тимчасово окупованій території Крим, і вони знаходяться зараз на території України, проте вони хочуть захищатися там. Вони знаходяться в розшуку, багато різних питань. Тому, перш за все, це кримінальний процес на тимчасово окупованій території і, звичайно, кримінальний процес в Україні на всіх стадіях і будь-якої складності. Далі, ми будемо займатися і надавати послуги, і представляти інтереси в галузі цивільного права, в галузі господарського права. В галузі цивільного права теж багато питань є з приводу тимчасової окупації Автономної Республіки Крим. Зокрема, це спадкові питання, з приводу спадщини, із зрозумілих причин такі питання виникають. Хтось переїхав, родичі залишилися, і хтось помирає, треба щось робити зі спадщиною, аби вона не відійшла окупантам. Це питання шлюбно-сімейного характеру. Це питання, якщо повертатися до господарських правовідносин, до питання корпоративного права, дуже багато людей були змушені виїхати з тимчасово окупованої території та залишити там свій бізнес з підприємства, в яких вони є засновниками, і власне і майно, яке там знаходиться. Тим часом з незрозуміло яких підстав, яких причин, яких процесів багатьох виключають зі складу засновників, здійснюють перерозподіл акцій, і фактично ці люди залишаються без свого бізнесу, ні з чим. Чи можна з цим боротися? Можна з цим боротися і потрібно з цим боротися. Є певні механізми, також не буду на цьому зупинятися. Далі, будемо працювати в галузі адміністративного права, саме оскарження дій чи бездіяльності органів державної влади. Це також актуально, це було, буде завжди. Також будемо працювати, маємо відповідних фахівців, адвокатів в галузі податкового права. Будемо займатися і оскарженням рішень дій чи бездіяльності органів Державної фіскальної служби. І також будемо займатися такою діяльністю, яка називається медіація, тобто це врегулювання спорів в позасудовому порядку, тобто шляхом переговорів
і іншими шляхами, як це можливо. Звичайно, перелік послуг наших на сьогоднішній він не є вичерпним, тому будуть звертатися до нас громадяни. Ми завжди будемо раді допомогти з усіма питаннями. У нас відкритий сайт, називається його адреса polozov.org. Можна туди звернутися і також отримати певну інформацію. Маємо досвідчену команду адвокатів, фахівців в галузі права, які вже багатотривалий час працювали в Україні, досягали певних успіхів, високих успіхів. Тому нам є з ким працювати, і ми впевнені в нашій команді. І ми здатні і направлені давати високі результати, досягати успіху. Ну, я буду завершувати, щоб не залишився час ще. Передаю слово Миколі Полозову. Спасибо большое, Владимир. Очень достаточно подробно рассказал о нашей деятельности. Я хочу сказать, что, конечно же, украинские адвокаты не могут сейчас де-факто работать в оккупированном Крыму, потому что там юрисдикция Российской Федерации. В этой связи, естественно, у нас очень хорошие связи с крымскими адвокатами, которые могут там работать, имеют право на это, с российскими адвокатами, которые работают по делам украинских военнопленных, политзаключенных, которые готовы оказывать нам поддержку в этих вопросах. Вы понимаете, вот те проблемы, связанные с оккупацией, в настоящее время разрешение их в правовом поле доступно только, ну, скажем так, очень крупным компаниям либо олигархам, которые действительно могут свои там нефтегазовые, скажем так, объекты защищать в международных судах и так далее. Но осталось еще огромное количество людей, которые фактически бросили все там, переехали сюда от российской оккупации, и у них нет таких возможностей, как у олигархов. И я вижу в том числе миссию нашего адвокатского объединения в том, чтобы сделать доступным для этих людей правовую защиту своего имущества, своих правоотношений, которые у них остались там, в оккупации. И для этого есть все возможности, и для этого есть все ресурсы. Кроме того, я считаю, что это будет своего рода такое правовое, скажем так, правовое возвращение Крыма в те правоотношения, которые возникают в Украине. Сейчас это как отрезанный ломоть. Люди туда переезжают через админ-границу и оказываются в другой реальности. Я хочу, чтобы была дополнительная связь, которая позволяет удерживать Крым в орбите Украины, вопреки действиям российских властей. Конечно, решение пришло не сразу организовать наше объединение. Я много думал об этом, потому что, ну, как так? Приезжает иностранец из России и здесь в Украине что-то, значит, пытается свое делать. Но я вижу запрос, я вижу потребность со стороны украинского общества вот в этих действиях. И я готов вместе со своими коллегами этот запрос удовлетворять. Конечно, существует ряд существенных ограничений для иностранцев, в том числе по закону о государственном языке украинскому. Могу сразу сказать, я учу украинский язык для того, чтобы иметь возможность здесь и в Украине в судах доводить свою правовую позицию до судов. Конечно, мне непросто, но я стараюсь. Скажу так, сразу отвечу на вопрос, потому что он может быть, почему я, собственно, всем этим решил заниматься здесь. Только за произношение не ругайте. Коли ти багато років займаєшся улюбленою справою, а адвокатура для мене безумовно улюблена професія, то розраховуєш на те, що колись ти будеш заходити в суд і розуміти, що він може бути справедливим. На жаль, в Росії це поки що неможливо. Але я впевнений, можливо в Україні.
Тому що тут права людини – це не порожній звук. Я дуже вірю в цю країну. І найголовніше – в людей, які тут мешкають. Ми разом зі своїм адвокатським об'єднанням «Полозов і партнери» хотіли б бути корисні і Україні, і українцям. Вот, собственно, извините за произношение, я буду дальше работать. Поэтому я надеюсь, что наши усилия по защите прав граждан Украины и здесь, на материковой части, и на оккупированной территории, они будут работать исключительно на благо народа Украины и на благо страны. По крайней мере, все наши возможности, все наши силы мы для этого приложим. Я понимаю, что здесь сложная и политическая обстановка может быть, и происходят какие-то постоянно пертурбации и так далее, но я убежден в том, что главные вещи, а именно защита прав человека, защита прав политзаключенных, которые находятся там, в России и в оккупированном Крыму, они должны оставаться в приоритете у любой власти, у любого президента, у любого парламента, которые здесь избираются. И вот в этом направлении мы будем работать. Спасибо большое. Если у кого-то есть вопросы, мы готовы ответить. Оксана Щербина, телеканал Україна. Скажіть, будь ласка, як давно ви бачили моряків, в якому вони стані, що з ними відбувається? І, зокрема, не так давно передавали наші колеги вам листи для хлопців. Скажіть, будь ласка, чи вдалося передати від відомих наших діячів культури? І якщо вже передали, то як справді? Да, значит, что касается моряков. Вы знаете, что в ходе их захвата, накануне их захвата, 3 из них в ходе обстрела судна «Бердянск» были ранены. И, конечно, судьба именно раненых военнопленных вызывает у нас наибольшую тревогу и наибольшее внимание. По счастью, есть хорошие новости. Раненый Василий Сорока, которому провели операцию 1,5 месяца назад, у него начинает возвращаться чувствительность руки. У него сняли гипс, и он уже может шевелить пальцами. Он не может пока сжимать руку в кулак, но это уже огромный прогресс, потому что была серьезная опасность потерять вообще руку в целом. К сожалению, в отношении 2 других раненых, Андрея Эйдера и Андрея Артеменко, российские медики посчитали, что нет необходимости проводить экстренное оперативное вмешательство, несмотря на то, что у них в телах еще до сих пор остаются неизвлеченные осколки. Их состояние здоровья можно назвать удовлетворительным. Моряков мы, и я, и мои коллеги, адвокаты, видим несколько раз в месяц. Последние разы мы видели на прошлой неделе и на этой неделе, поскольку у нас продолжаются следственные действия. И в ходе следственных действий удается с ними пообщаться и их увидеть. К сожалению, это сложно сделать в изоляторе, поскольку следственный изолятор Лефортово, у него такая система специфическая допуска, которая очень сильно ограничивает адвокатов в предоставлении права на защиту. Там посещение возможно только по графику, и даже если выпадает по графику посещения, еще не факт, что адвокат туда попадет, потому что приоритет отдается следователям, а количество помещений для свидания ограничено. Но, тем не менее, мы все равно стараемся несколько раз в месяц, адвокаты видят своих моряков. Также раз в месяц им позволяется видеться с консулами Украины, которые обязательно всех их приходят и проведывают. Что касается вот этих писем, то письма я передал нашим коллегам-адвокатам для каждого из моряков. К сожалению, в следственный изолятор пронести эти письма невозможно, потому что следственный изолятор, там такая политика, что вся переписка идет только через администрацию. И эта переписка затягивается на 3 месяца. То есть сейчас моряки получают письма из-за цензуры, из-за всего, которые были, значит, 3 месяца назад отправлены. Но у нас была возможность показать на судах по продлению меры пресечения.
И через стекло в кабинке вот так вот показывали, они в таких аквариумах там находятся в Московском городском суде, им эти письма продемонстрировали, конечно, они были очень рады. Конечно, любая весточка из дома, любая поддержка для них важна, она позволяет им оставаться в хорошей моральной форме, потому что, ну, вы представляете, их там держат всех раздельно. Максимум они могут увидеться только когда их привозят на суд, и то по четверкам. А так они сидят все в 24 разных камерах с какими-то разными сокамерниками. У кого-то нормальный сокамерник, у кого-то не очень. Не стоит забывать, что в отношении некоторых моряков были попытки проведения так называемой внутрикамерной разработки, когда подсаживают специального заключенного, задача которого либо выведать какую-то информацию, либо навязать какое-то мнение. И с ними пытались проводить так называемые беседы оперативники ФСБ. Задача очень простая – склонить их к признанию вины. Почему? Если моряки признают вину, то тогда вся внешнеполитическая конструкция защиты рушится. Тогда никаких решений трибуналов не может быть. Потому что Россия бы сразу говорила, ну они сами признают, о чем тогда говорить. Но моряки держатся, никто из них не признал вины, все они себя считают военнопленными, и все они надеются, конечно же, на скорейшее освобождение. Они знают, что было решение трибунала, они знают, что Россия обязана его выполнить, и они надеются, что это произойдет. Декілька запитань до вас, пане Микола. Перше, по власне виконанню рішення трибуналу. Які санкції будуть на Росії, якщо вона, скажімо так, взагалі відмовиться виконувати? Наступне уточнення, якщо все ж таки вони виконують з запізненням для того, щоб зберегти обличчя, на вашу думку, яке це буде рішення? Це якась буде амністія, якась буде що інше? І питання власне, по вашому адвокатському об'єднанню. В Україні, як відомо, не визнаються будь-які правочини російської влади в Криму. Тобто там те саме там спадок, те саме нерухомість. Тобто, чи не буде тут, скажімо так, конфлікту законодавства, тому що, наприклад, якусь спадщину оформити по російських документах в Криму, для українського Мін'юсту це буде якась фількіна грамота. І ще одне невеличке уточнення, ви сказали, що це досить недешева справа для клієнтів. Хто оплачуватиме, скажімо, ваші послуги для звичайних людей, які там якийсь там будинок, якийсь там бізнес невеликий, захочуть щось там зробити? Дякую. Да, спасибо за вопросы. Ну, что касается первого вопроса, он очевидный. Ну вот буквально сегодня, пару часов назад, я встречался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Мы как раз обсуждали этот вопрос. Я не буду сейчас подробности рассказывать, что будет, если Россия не выполнит, потому что тогда это не будет сюрпризом для них, и они подготовятся. Я могу сказать, что невыполнение решений Международного трибунала повлечет действительно серьезные последствия для российских властей, и это не только санкции. Дело в том, что при разрешении вопроса об освобождении моряков Кремль учитывает не только решение трибунала. Кремль учитывает еще ряд внешнеполитических факторов, начиная там от каких-либо встреч с главами государств и заканчивая, там, условно говоря, возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. И, конечно же, при, скажем так, прогнозировании действий Кремля необходимо учитывать множество факторов, а не только решение трибунала. Но то, что в случае отказа выполнения решения трибунала реакция будет жесткой, и российские власти вряд ли смогут какую-то выгоду из всего этого извлечь, это совершенно очевидно для меня. Вот. Что касается второго вопроса, относительно признания Украиной документов, которые в оккупации российские власти выпускают и так далее. Вы понимаете, какая штука? Ну, простой пример. Вот есть некое условное имущество. Его же при оккупации не просто отобрали. Для того, чтобы скрыть следы этого преступления, российские власти, российские бизнесмены, близкие к властям и так далее, проводили целые цепочки сделок для того, чтобы замести следы. И разматывание этих цепочек – это, безусловно, тяжелая и кропотливая работа, которую можно провести только в рамках российской юрисдикции. Посредством отправления запросов, посредством
посредством получения судебных решений и так далее, и так далее. Но благодаря этой работе можно получить базисные документы, которые, конечно же, здесь не будут признаваться. Но они, эти документы, могут послужить основой для принятия здесь судебных решений определенных и для последующего обращения в международные инстанции. Потому что обратиться в какой-нибудь международный арбитраж только на основании «вот у меня был дом» на словах, там, да, и вот, пожалуйста, украинское свидетельство о праве собственности, этого будет недостаточно. Вот. Поэтому, конечно же, это тот комплекс проблем, который, к сожалению, прошедшие 5 лет не разрешался никак вообще. То есть либо люди махнули рукой и забыли про это, либо что-то пытались сделать, но у них не получилось, потому что не было системного подхода. И что касается третьего вопроса. Но по закону вопросы, которые касаются оплаты работы адвокатской деятельности, они являются адвокатской тайной. Поэтому, к сожалению, их раскрывать не могу. Я вас не запитую про вартість власне послуг. Чи є якісь там, скажімо, якісь програми грантові для людей, які не мають грошей, ну, часткової оплати, тому що це дійсно це дуже дорого. Я могу сказать так. Мы в рамках своей деятельности, конечно же, рассматриваем не только коммерческую составляющую и исключительно, скажем так, зарабатывание на этом денег. Вопрос, поскольку я занимаюсь длительное время социальными вопросами, да, вопросами политического характера, связанного с политзаключенными, то социальная тематика мне близка. И, конечно же, я понимаю, что бизнес, каким бы он ни был, он должен быть социально ответственным. И мы будем работать над тем и будем искать ресурсы, которые позволят осуществлять помощь тем людям, которые не могут самостоятельно оплачивать эту работу. Тетяна Солі, телеканал АТР. Пане Миколо, до вас перше питання. Скажіть, будь ласка, все ж таки, чи братимуться позові партнери за справи незаконно ув'язнених та затриманих кримських татар? Бо ми бачимо, що не дивлячись на низку рішень, резолюцій міжнародних інстанцій, кримські татари продовжують затримувати. Минулого тижня це були жінки, Мумія Салієва. Цього тижня сьогодні ось уже 8 ще нових затримань. І до пана Володимира також уточнююче запитання. Ви говорили, що створюватимете умови роботи в окупованому Криму. Що саме це за умови, враховуючи те, що навіть адвокати самі в окупованому Криму знаходяться під ризиком, тому що там фактично діє, де-факто діє російське законодавство, а вони можуть там сфальшувати справу. Ми бачили це неодноразово з Емілем Корбедіновим, зокрема, з вашим колегою. Да, что касается, я тогда начну, что касается Крыма. Действительно, ситуация там очень тяжелая, и, в принципе, никаких ограничений для российских властей, на которые мы могли бы рассчитывать еще года 3 назад или 2, не существует. То есть, будь то женщины, пожилые люди, инвалиды, неважно, для них не имеет значения абсолютно, кого вот эта репрессивная машина начинает поедать. И эта проблема, она, к сожалению, пока не имеет своего решения. Мы надеемся, что, конечно же, и наша деятельность будет направлена в том числе на поддержку и членов семей украинских политзаключенных, крымских татар, которые преследуются на территории оккупированного Крыма, и тех политзаключенных, которых удалось оттуда забрать, и которые переехали в Украину. И такие случаи были, например, тот же Ренат Параламов и так далее. Поэтому, учитывая, что в Крыму работают действительно бесстрашные люди, действительно героические адвокаты, и у нас с ними очень хорошие отношения, я думаю, что, объединившись совместными усилиями, мы сможем достичь гораздо большего, чем если бы мы действовали поодиночке. Поэтому я все-таки рассчитываю, что вот это вот объединение, оно позволит нам более эффективно защищать права и политзаключенных, и членов их семей, которые находятся и на территории оккупированной, и здесь, в свободной части Украины. А почему так массово задерживают? Дело в том, что репрессивную логику российских властей понять достаточно сложно. То есть, либо это какие-то разнарядки, которые спускаются, вот нам надо 10 человек, вот где угодно находите, найдите. Да?
Либо я думаю, что все-таки речь идет о такой подготовке к захватам, то есть какое-то время они готовятся, они определяют список жертв, а потом уже начинают их отрабатывать. И количество увеличивается, если раньше это было 4-5 человек, сейчас и 23 человека в один день взяли, и 8 сейчас. Это говорит о том, что российские власти не знают, как победить крымских татар, потому что заручиться их лояльностью не удалось. Остается только такой метод подавления и угнетения. И вот сейчас они сделали расчет именно на массовость. То есть вот этими массовыми захватами попытаться их запугать, попытаться их устрашить. Я відповім з приводу умов. Що саме, які умови ми можемо створити? Звичайно, умови, в яких дійсно працюють кримські адвокати, вони дуже складні. Тому, перш за все, ми можемо дуже тісно з ними співпрацювати і, знаходячись і маючи команду, як зараз кажуть, на материковій частині України, ми можемо в дуже стислі строки допомагати їм виконувати певні функції, зокрема захищати людей в кримінальних процесах. Ми прекрасно знаємо і розуміємо, що такі питання, як, наприклад, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, це питання, яке вирішується протягом декількох годин, може там доби. Тому для того, щоб підготувати якусь певну позицію, наприклад, ситуація, людина насправді знаходилась, йому кажуть про те, що він вчинив певний злочин. В певний час, в певному місці. Але ця людина, у неї є алібі фактично, і вона знаходилась в іншому місці. Як підготуватися адвокату, який знаходиться на окупованій території Крим, в такі стислі строки для того, щоб мати необхідний матеріал для забезпечення належного результативного захисту. В такому випадку треба перше, шукати свідків, шукати в стислі строки доказову базу, це все готувати і дуже швидко передавати нашим колегам. Тільки в такій співпраці це, в принципі, можливо. Також ми розуміємо, які рішення на 100%, навіть на 99%, які рішення приймають суди, проте це не значить, що не треба захищатися. Захищатися треба завжди і дуже треба ретельно ставитися до всіх можливостей і їх використовувати, всі ці можливості. На жаль, я повторююсь, можливостей зараз у наших кримських колег небагато. Я дополню. Действительно, в российских судах добиться справедливости невозможно. И мы это видели на примере десятков приговоров в отношении граждан Украины. Но это не означает, что защита не должна осуществляться в полном объеме. Наоборот, мы должны использовать все возможности для обеспечения юридической защиты граждан Украины, как здесь, в Украине, так и на оккупированные части, и в Российской Федерации. Потому что одним только приговором суда не исчерпывается дело. Есть международные инстанции. И от качества юридической работы на стадии предварительного расследования в суде зависит в том числе и те решения, которые будут выноситься в международных инстанциях. Пане Микола, до вас на наступних аналізів. У мене запитання щодо сьогоднішнього суду, який почався в Гаазі. Взагалі, які в Україні перспективи його вирішення і що це нам дасть? Вільний прохід наших кораблів? Чи це просто такий пресинг своєрідної Росії? Дело в том, что вот эти международные инстанции, которые сформированы под эгидой ООН, они обуславливают современную архитектуру международных правоотношений. Без них мы бы опять скатились в средневековье, где только право силы позволяло что-то решать. И, конечно же, Украина использует эти механизмы для того, чтобы добиться, первое, фиксации нарушения российскими властями норм международного законодательства, как в области морского права, так и в области противодействия
и финансированию терроризму, так в области ликвидации всех форм расовой дискриминации и так далее, и так далее. Это нормальный, цивилизованный путь государства. Многие страны обращаются в эти суды, и эти суды выносят решения. Да, у этих судов нету мгновенного судебного пристава или маршала, который может взять и обязать государство, нарушившее международное право, его исправить эти нарушения. Но существуют в том числе и механизмы компенсаций, и механизмы экономического, политического характера, которые позволяют добиваться от государств выполнения решений этих судов. То, что сейчас происходит в Гааге, один из судов, например, Международный суд ООН, рассмотрение там началось еще 2 года назад, и он выносил приказ в 2017 году. Скажем, трибунал по морскому праву не так давно начался, но продолжается сейчас тоже в Гааге. Пока говорить о результате этих судов рано, потому что процедуры там достаточно длительные, и на текущий момент там обсуждаются вопросы юрисдикции этого суда. То есть к рассмотрению жалоб Украины по существу суды еще не приступали. И понятно, что российские власти пытаются всячески затянуть эти суды. Они используют процедурные различные уловки для того, чтобы попытаться выйти из-под рассмотрения, из-под юрисдикции этого суда. Основной посыл российских властей на всех этих судебных заседаниях, что эти суды не обладают надлежащей юрисдикцией по тем или иным вопросам, которые они рассматривают. Но я убежден, что, конечно же, сколько этой веревочки не виться, все равно конец будет. Все равно международные инстанции, основываясь на нормах международного права, на международных конвенциях, основываясь на четкой и аргументированной позиции Украины, будут выносить те решения, которые действительно будут указывать на нарушение российскими властями норм международного права. Другой вопрос, что это может занять еще какое-то время. Это может занять месяцы, это может занять год, полтора. Я не готов сказать за сроки, но то, что эти решения будут, это факт. Как потом будут реагировать российские власти, это уже вопрос второй. Потому что были прецеденты, когда по, скажем так, неисполнению России обязательств выносились решения международными судами, арестовывалось имущество России за рубежом. Да, и мы знаем, швейцарская фирма «Нога», которая арестовывала, значит, и недвижимое имущество, и вплоть даже до самолетов, которые Россия привозила на авиационную выставку во Францию. Поэтому механизмы принуждения, они существуют. Другой вопрос, что все происходит не так быстро, как хотелось бы нам. В том числе и из-за объема тех документов, которые необходимо готовить. Это титаническая юридическая работа. Я могу сказать, что команда Министерства иностранных дел Украины, которая работает по этим делам, провела огромную работу и проводит до сих пор. И я сам видел эту работу, когда присутствовал на трибунале в Гамбурге, когда решался вопрос по морякам. Но я могу сказать, с такой командой у Украины хорошие шансы на выигрыш в этих судах. Інформація, що Путін готується використати це рішення Міжнародного трибуналу і готується відпустити моряків до 25 червня. Наскільки це реально, наскільки це можливо і які шляхи повернення, як це буде відбуватися, якщо буде? Спасибо за вопрос. Но я скажу так. Вопрос возвращения военнопленных моряков зависит только от одного человека. Это Владимир Путин. Это ни для кого не секрет. Никто в России не может, значит, на себя взять такую ответственность и их отпустить. Бытует мнение, что при принятии решений российские власти или Путин, вот у них есть желание сохранить лицо. То есть не показать, что вот мы прогнулись под решение трибунала и поэтому выпустили, а по каким-то другим обстоятельствам. Да, как это, например, было там в деле Arctic Sunrise, где там переквалифицировали и так далее. Я могу сказать так. Я не знаю, что в голове у Владимира Путина, и даже не хочу знать. Но если действительно будет принято им решение освободить моряков, освобождение займет считанные часы. То есть их просто погрузят всех в самолет и вывезут в Украину. Поэтому, будем надеяться, что это решение созрело в голове у кремлевских обитателей.
Я Російський телеканал Марія Косаренко хотіла уточнити у вас стосовно санкцій, те, що ви казали, що можуть навіть арештовувати майно Росії там в інших країнах Європи. Як буде відбуватися, якщо, припустимо, до 25 червня жодних зрушень не буде? Далі, це чи може трибунал дати відтермінування, ухвалити рішення відтермінувати очікування цього звіту, і чи означатиме це посилення санкцій, можливо, за невиконання? Чи є от така процедура, от саме за міжнародним правом, відстрочення і може посилення санкцій за невиконання після другого терміну, після третього? Ну, нет. Трибунал не дает никаких китайских предупреждений последних. То есть вот он установил срок 25 июня, Россия обязана ответить. Это дедлайн. Ответили и выполнили решение трибунала хорошо, не выполнили плохо. Но тогда уже вступают в действие другие механизмы, которые не связаны с этим трибуналом. Я могу сказать так. В конце июня должна состояться очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И российская делегация очень хочет туда вернуться. На рассмотрение европейских делегатов будет представлена резолюция, которая предусматривает возвращение права голоса российской делегации. Я планирую там быть в Страсбурге в эти даты. Это будет как раз 24-й, то есть накануне решения трибунала. Я хочу напомнить, что в январе та же самая Парламентская ассамблея Совета Европы уже выносила резолюцию, в которой содержалось требование немедленно освободить захваченных моряков. И, конечно же, мне будет интересно в Страсбурге и посмотреть, и поработать на предмет, а как это так получается, что Россия игнорирует резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о немедленном освобождении моряков, и в то же время рассматривается вопрос о возвращении делегации на России, значит, в ПАСЕ. Мне это будет очень интересно посмотреть. Но что касается механизмов, они разнообразны, эти механизмы. И мы видим, что те санкции, которые были введены в марте в связи с Керченским инцидентом, они оказались не очень ощутимые, поскольку коснулись персонально тех пограничников, военных, которые имели отношение к захвату моряков. Я убежден, что неисполнение решения трибунала повлечет более жесткие последствия, чем первоначальная реакция Запада на захват украинских военных судов. Ви говорите про те, що російська влада хоче зберегти обличчя. Можливий такий розвиток подій, що нібито наші моряки визнають вину, а їх після цього амністують. Чи не буде тут, скажімо, такої, що першу частину наші виконують, а їх не амністують, і тоді посиплеться оця система, про яку ви говорили, суду трибуналу? Да, спасибо за вопрос. Но я могу сказать так. Военнопленные украинские моряки не признают вину, как они ее не признавали с самого начала. Несмотря на то, что такие предложения со стороны и следствия, и оперативных сотрудников ФСБ им поступали. Они считают, что они не нарушали российские законы, а значит, за что признавать вину. Конечно же, вопрос обмана при таких сделках в России, он остается открытым. И мы неоднократно были свидетелями, когда человек признавал вину, но при этом его обманывали, и он получал срок. Ну вот, например, дело Олега Сенцова, где, значит, фигурант этого дела по фамилии Черней признал вину, да, и получил большой срок, несмотря на то, что он признал вину. Меньше, чем Сенцов, который не признал вину, но тем не менее. Да? А смысл тогда какой был признавать? Я думаю, что трибунал все-таки оставил для российских властей определенную лазейку как раз с целью сохранить это лицо. Дело в том, что военнопленных моряков обвиняют в совершении тяжкого преступления. По российскому законодательству это тяжкое преступление. И опять-таки Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что дела по тяжким преступлениям могут быть рассмотрены в отсутствии обвиняемых, если они находятся за пределами Российской Федерации. Таким образом, трибунал предоставляет возможность России и освободить моряков де-факто, вернуть их в Украину, и, не закрывая это дело, получить те судебные приговоры, которые России нужны. Нужно им там установить 12-мильную зону, значит, от Крыма. Ради бога, устанавливайте, это ваше внутреннее дело.
Вот. То есть, для того, чтобы выполнить решение трибунала, по сути, достаточно только освободить моряков, а дальше можно выносить любые приговоры, которые Россия сочтет для себя необходимым. И она в этом не ограничена. Ну что у нас по времени? Еще какие